эта татарская песня могла прозвучать на Евровидении в 2008 году, в том самом легендарном 2000-м, когда всех победил Дима Билан. Салям! Я Алсу Хафиз, вы на моем YouTube-канале, и в этом видео я расскажу вам, что это за песня и как она попала на отборочный конкурс Евровидения. Итак, 2008 год. Тогда певица Асыл Яр вошла в число 27 финалистов внутреннего отборочного тура на международный песенный конкурс Евровидение. Вместе с ней в отборе участвовали группа «Премьер-министр», Александр Панайотов, Юлия Михальчик и, конечно, Дима Билан. Асыл Яр тогда 21-летняя студентка Казанского университета культуры и искусств Алсу Зайнутдинова. Она родилась в Лаишевском районе, и к тому времени она уже была известна. Вышел ее первый альбом, она снялась в сериале «Босоногая девушка», его показывали на ТНВ, и, о боги, его показывают до сих пор. Прошло почти 20 лет, но бабушки все так же продолжают плакать у экранов, жалея главную героиню. Ондай Нурда қарап қалды. Шулай ма? Мен көрмедім. Дилбәр, неге сен менен күлесің? Өзің де білесің бит. Сенің ойларыңды қоян білемедім, мен Самат. Сезмейсің дәме? Мен бит күрәзәші түгел. Ұзын сөздің қысқасы. Заявку на конкурс отправила не сама Алсу и даже не Республика Татарстан, не город Казань, а обычная девушка Ольга, преподаватель английского языка. Алсу брала у нее уроки, рассказала, что поет на татарской эстраде, и подарила ей свой первый альбом. Ольге настолько понравилась музыка, что она, никому не сообщив, отправила по почте в Москву в оргкомитет отборочного конкурса тот самый диск. И только после Ольга рассказала Алсу, что отправила песню, мотивировав это тем, что ей проект отборочного конкурса показался интересным. По словам Алсу, она испытала шок. В первую очередь из-за того, что Ольга не посоветовалась перед отправкой песни с ней. И признается, что ей было очень неприятно в тот момент. Ол рус қызы. Мен аңа өзімнің дискімді берді, менде қорылғашылар. Айтам, на, послушай, менде приобщайся, айтам, к татарской культуре. Шыннан бір заманда бұл меңа, можно я тебе одну вещь скажу, да? Көпмедір уақыт өтті, да, я вот твою песню отправил на Евровидение, да. Қырақ зәлеу, шоқ қатмау. А почему? Почему ты меня не спросила? А ты мне там, почему меня не спросила? А, да? Менің вообще шок болды. Жоғары бетел уткен. Менің вообще шок болды мен. Неге? Білмеймін. Алсу вспоминает, что в Казани коллеги ее стали спрашивать, через кого она попала на отборочный конкурс, кому она за это заплатила. И вот после раздумий, участвовать или не участвовать в отборочном конкурсе, и заручившись поддержкой республиканского Минкульта, Асыл Яр с командой поехала в Москву. На отборочном конкурсе Алсу выступала с песней «Қарлығашлар». Авторы песни Марат Мухин и Мунир Мазунов. Вы только зацените, сколько букв «М» в этих именах. Мунир Мазунов – это советский поэт. Его не стало за 21 год до того, как песня на его слова прозвучала по федеральному ТВ. Он родился в Пензенской области, преподавал татарский язык и литературу, прошел Великую Отечественную, работал редактором на радио, в издательстве, в газетах и переводил на татарский язык других поэтов. Марат Мухин – это композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, он просто всея татарской эстрады, и если бы не он, все эти песни звучали бы совсем иначе. И я не преувеличу, если скажу, что с начала 2000-х и по сей день к нему просто в очереди стоит вся татарская эстрада за аранжировками и за музыкой на стихи. Но песню на татарском языке не оценили ни жюри, ни зрители. Она заняла последнее 27-е место. Как наверняка многие помнят, Россию в тот год на конкурсе в Белграде представлял Дима Билан с песней «Белив». Еще на первом просмотре финалистов организаторы пренебрежительно отозвались об уровне музыкальной фонограммы из Казани. Сказали:
качество дешевой попсы десятилетней давности и предложили исправить песню, сделав аранжировку в серьезной студии и подключив хороших композиторов. Но при этом похвалили костюмы певицы и танцоров за выбранный цвет лазури и небесной чистоты. Певицу на сцене поддерживал театр танца «Дорога из города». Тогда это были самые востребованные хореографы и танцоры на татарской эстраде. Они выступали буквально на каждом крупном, да и не очень масштабном концерте. Сейчас «Дороги из города» уже 30 лет, они продолжают активно выступать. Театром также руководят бессменные Айрат и Лилия Багаутдиновы. Вернувшись из Москвы, Асылъяр рассказывала, что ее песня сильно отличалась от остальных неформатностью. На современной европейской эстраде есть определенные требования к исполнителям, качество аранжировок, и теперь мы будем серьезно над этим работать. Постараемся записать новые композиции в европейском формате, но с нашим национальным татарским колоритом. Это сложно, но возможно. К сожалению, в Казани нет студий, которые имеют необходимые технические возможности. Так она говорила в интервью в 2008 году. А еще у участников и организаторов отбора вызывал интерес язык, на котором исполнялась песня. Некоторые предполагали, что это французский. Алсу, или Асылъяр, и сейчас выпускает песни, участвует в концертах, правда, уже не так активно. Единственное не изменилось. Как и раньше, ее цель – познакомить весь мир с татарской музыкой. А летом 2025 года в Казани прошла новая волна. На пресс-конференции по случаю фестиваля композитор Игорь Крутой заявил, что татарские певцы на новой волне выступать не будут. А чтобы попасть на эту сцену, им надо стать звездами федерального масштаба. Конкурс зависит от рейтинга на телевидении. Есть ли такие фамилии татарских звезд, которые будут интересны всей стране? Надо создать условия, чтобы татарский певец стал звездой федерального масштаба, сказал Игорь Крутой. Некоторых, конечно, оскорбили эти слова композитора. Кто-то в качестве компромисса предположил, что татарских артистов, хотя бы приличия ради, можно было выпустить на открытии. В качестве кандидатур предлагали камерный хор под руководством Милауши Таминдаровой, или ансамбль фольклорной музыки Айдаров из Рахманова. Другие успокаивали себя тем, что татары хоть и не пели по-татарски, но на сцене новой волны все-таки появились. Например, певица Алсу или Аида Гарифуллина. А вы как думаете, кто из татароязычных исполнителей мог бы выступить на сцене новой волны и не ударить в грязь лицом? Напишите об этом в комментариях. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обещать не буду, но очень постараюсь появляться здесь почаще и рассказывать вам истории, которые интересны мне самой, на русском и на татарском языках. Да, пока без новостей и политики, но про татар и другие народы. Подписывайтесь на этот канал, если еще нет, ставьте лайк под видео и оставляйте комментарии. Если хотите чуть больше контента от меня и обо мне, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Тыныч дөньяда яшәп, матур урыннарда күрешергә язсын.